Государственного оркестра народных инструментов имени Булата Газданова, чтобы насладиться прекрасной музыкой в исполнении Лианы Салбиевой. Многие из вас 5 лет назад присутствовали на первом сольном концерте Лианы. Тогда она была выпускницей Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. А сегодня у нас есть возможность услышать ее в другом качестве, в качестве выпускницы Северокавказского государственного института искусств. Сегодняшний концерт представляет собой синтез академического исполнительского искусства и фольклора. Программа концерта подобрана таким образом, чтобы у слушателя была возможность услышать новые, нетрадиционные исполнительские возможности всеми любимой осетинской гармоники. И наш концерт мы решили начать с музыки современного французского композитора Франка Анжелеса. Его произведения — это оригинальные композиции для баяна, в которых можно услышать сплав музыки разных эпох и направлений. Вы услышите первую часть сюиты «Брей-Бах». Я не буду долго говорить, потому что уверена, музыка все скажет нам без слов. Итак, на сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов, двукратный золотой призер всероссийских молодежных дельфийских игр Лиана Салбиева.
вы услышите завораживающую музыку виртуоза-балалайшника Алексея Архиповского. Его называют Паганини балалайки. Настолько невозможные вещи он исполняет на этом простом русском инструменте. Прозвучит самая известная его композиция. Алексей Архиповский в переложении Александра Поилуева «Золушка». Thank you.
Танцует в Севилье Кармен, у стен голубых от мела, и жаркие глаза у Кармен, а волосы снежно-белым. Змея в волосах желтеет, и словно из дали дальней, танцуя, встает былое и бредит любовью давней. Анатолий Белошицкий. Испанская сюита по мотивам поэзии Гарсия Лорки. Часть 4 Бальялора, часть 5 Свеча, часть 7 Совета.
Я говорила уже сегодня о разнообразии сегодняшней концертной программы. И вновь хотим вас удивить. На этот раз джаз. Американский джазовый исполнитель и композитор Фрэнк Марокко, самый записываемый аккордеонист в Америке. Написал огромное количество саундтреков к различным кинофильмам. Работал с такими именитыми музыкантами, как начиная от Мадонны, заканчивая Лучано Паваротти. Музыкальный стиль Марокко свеж, нов и полон остроумных идей, в чем вы сейчас сможете убедиться. Итак, Фрэнк Марокко, попробуем на 10.
которое сейчас прозвучит, стало своеобразной визитной карточкой Лианы. Оно звучало и на первом сольном концерте в 2017 году. Тогда даже возник такой хэштег, которым слушатели отмечали концерт в социальных сетях «Хочу на откровение». Настолько эта музыка полюбилась как самой исполнительнице, так и слушателям. Я думаю, многие догадались, что это композиция Сергея Войтенко «Откровение».
пронзительные, чувственные мелодии с грустными, почти тоскливыми нотками, которые сменяются взрывными аккордами на грани приличия. Сама жизнь звучит в потрясающей музыке, заставляя желать невозможного и верить в исполнение мечты. Эти слова в полной мере относятся к творчеству аргентинского композитора Астора Пьяццолы, произведение которого мы сейчас услышим. Астор Пьяццола, концерт для бандоneона с оркестром, часть первая. За роялем народная артистка Республики Северная Осетия Алания Альбина Суанова.
часть нашего концерта. Впереди, я вас уверяю, нас ждет еще много интересной музыки. Сейчас буквально пару секунд технический перерыв, и мы продолжим. И сейчас на сцену вместе с Лианой выйдут выпускники нашего колледжа, а ныне наши молодые талантливые коллеги Сослан Коцлав и Хетак Абоев. Так как эти молодые, ищущие, дерзкие музыканты постоянно большую часть времени суток находятся вместе, у них не мог не сложиться творческий союз. Этот союз вылился в трио гармонистов «Амран». Ребята стали лауреатами Всероссийского конкурса «Многоликая Россия» в этом составе, лауреатами международного конкурса «Виват Баян», который ежегодно проходит в городе Самара. Вместе они находятся в постоянном творческом поиске, расширяют свой репертуар, делают переложения для гармоники, записывают музыку, записывают клипы и также ведут очень активную концертную деятельность не только у нас в республике, но и за ее пределами. И сегодня вы услышите небольшую часть их концертной программы. Сейчас на сцену выйдет трио гармонистов «Амран», Сослан Коцлав, Лиана Салбиева, Хетак Абоев. Евгений Зербенко, коллажные темы из оперы «Кармен».
Отработка Суслана Зубцева «Замакульский щим».
Друзья, я прошу вас, давайте вместе поприветствуем. Сегодня в этом зале находятся гости из Кабардино-Балкарии, Северокавказского государственного института искусств. Преподаватель Лианы, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии и Республики Северная Осетия-Алания Мадина Анзоровна Кожева. Мадина Анзоровна, я вас, к сожалению, не вижу. Я попрошу вас на сцену. Я хочу предоставить вам слово. Пожалуйста. Спасибо вам, что приехали. Вы не могли не приехать на концерт нашей выпускницы. Добрый вечер. Честно говоря, думала, концерт будет для меня неожиданно. Со мной еще приехала наша молодая преподаватель кафедры, аспирантка Сюзанна Халиджокова. И реально тоже большие друзья. Знаете, я с большим удовольствием сегодня приехала сюда на очередной такой большой проект музыкальный в городе Владикавказ. Мы с Лианой мечтали, что она отыграет такой сольный концерт у нас в Институте искусств. Но, к сожалению, 2 пандемийных года совершенно вывели нас из привычной колеи. Но я рада, что этот концерт вот осуществился на таком важном этапе жизни Лианы, как завершение очередного обучения в ВУЗе. Это достаточно важный этап в жизни исполнителя, так скажем, да. Да, я 5 лет назад присутствовала на первом сольном концерте Лианы, и тогда она продемонстрировала себя как очень цельный музыкант, ну, на таком еще, может быть, ученическом уровне, но достаточно слышно было ее самостоятельность, ее мышление, ее эмоциональность, музыкальность. И у нее за плечами уже был очень значительный арсенал творческих достижений. Она была лауреатом многих конкурсов. И когда она поступала к нам в институт, многие с таким легким недоверием отнеслись, потому что, согласитесь, что достигнув таких результатов, да, в молодом возрасте, есть соблазн немножко расслабиться и уже как бы катиться на базе своих прошлых достижений. Но, наблюдая за ней, мы пришли к выводу, что она ни на секунду не останавливается, она только растет, она набирает уровень исполнительского мастерства, она оказалась большой труженицей, и за годы обучения она приезжала не просто сдавать экзамены, она демонстрировала нам очередную концертную программу, потому что для исполнителей такого уровня формат экзамена — это немножко уже тесный формат, и она всегда выходила за рамки этого формата. И за 5 лет вот, обучения в институте она действительно расширила свой репертуар большим количеством произведений разных стилей, разных композиторов. И вот этот большой труд в соединении, несомненно, с ее огромным талантом от Бога, он дал такой результат,
Лиана будет еще добиваться каких-то больших высот. У нее большие перспективы. Она исполнитель, который задала уже сейчас такую высокую планку, которой будут стремиться уже ее ученики, юные музыканты, которые будут слышать ее. И я желаю ей больших успехов, самое главное здоровья. И самое главное, большое спасибо тем людям, которые вложили в нее свой труд. Большое спасибо ее учителям. Это Зина Згоева, которая совсем маленькую привезла ее первый раз на Мданчик, на конкурс творческие вершины. Спасибо большое Елене Газдановой. Я извиняюсь, без отчеств, с уважением, которая обучала ее в колледже искусств. И большое, огромное спасибо ее родителям и ее семье. Это они за ее спиной стояли все эти годы, чтобы она могла работать, учиться и творить. Я поздравляю вас с тем, что вот на вашей земле осетинской, благодатной, вырос такой цветок, такой специалист высокого уровня. И желаю и Лиане, и всем ее близким большого здоровья и дальнейших успехов. Спасибо большое. Мадина Антуровна Кошева. Я еще буквально одну секунду ваше внимание займу словами, чтобы продолжить наслаждение музыкой. Просто невозможно не сказать о таком большом событии в творческой жизни Лианы, которое произошло буквально недавно, в конце мая. Это тоже заслуга Мадины Анзоровны, кстати говоря. В Москве состоялась Всероссийская декада творческих вузов России, где Лиана сольно и в составе трио гармонистов вместе с Маргаритой Дзантьевой и Динарой Болотаевой представляли Северокавказский государственный институт искусств. Это очень почетно играть в концертном зале имени Чайковского, в концертном зале Академии музыки имени Кнесиных. Очень значимое и почетное событие. Поэтому мы не могли с вами не поделиться этим. И уже начинаем нашу музыкальную программу. Вновь на сцене Лиана Салбиева. Сослан Зуцев, Ламардойна. Thank
Мадины Кожевой «Исламей». Народная передача Республики Саха-Якутия. На сцене образцовый ансамбль народных инструментов Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева, руководитель, а сегодня еще и солистка Лиана Салбиева. Обработка Феликса Алборова «Ханты Сахт».
Мистулова Ержи Сахт. осетинских инструментов Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. Мы не могли обойти стороной нашего уважаемого мэтра осетинской музыки Булата Газданова. И завершить концерт хотим именно его обработкой. Обработка Булата Газданова «Осетинский праздник». На сцене ансамбль народных инструментов Владикавказского колледжа искусств и трио «Амран».
Давайте попросим наших музыкантов еще сыграть ноги, так просто их нельзя отписать. За любезно предоставленную возможность играть в этом замечательном зале. Спасибо, Тенгиз Владимирович. Спасибо за теплый прием и аплодисменты. До новых встреч! Спасибо большое. Она как будто пробила. Бог тебя поцеловал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Павлович, спасибо. Красавица.